Уважаемые слушатели, сегодня я хотел бы вам рассказать о проблемах и перспективах, которые возможны у нас в республике по развитию транспортно-логистической системы, и в первую очередь это для районов Арктики. В данный момент у нас транспортная подвижность и транспортная доступность населения очень слабая. Но она достигает где-то 8–10%. Ну, с приходом железной дороги, естественно, это и развитием федеральных дорог Колыма, Лена и Вилюй, естественно, этот процент повысится, но это максимум до 45–46%. Меньше половины нашей республики охвачена устойчивой транспортной системой, поэтому надо, конечно, в нашей республике рассматривать различные варианты развития транспортной инфраструктуры, развития транспортных средств и так далее. Дело в том, что если взять арктическую зону, то там практически отсутствуют дороги, и между пунктами нет практически устойчивых сообщений, круглогодичных я имею в виду. Поэтому там в зимний период, естественно, доставка грузов и перевозка пассажиров производится по зимникам, которые в летний период, конечно, не работают. И те пункты, которые находятся вдоль побережья Ледовитого океана и которые расположены по берегам северных рек, конечно, они имеют большую возможность передвигаться и имеют большую возможность снабжения продуктами, товарами и так далее. Но есть часть населения, которое живет вообще в оторванности от водного транспорта. Не везде есть зимники даже. Поэтому сейчас возникла ситуация, что с учетом развития производительных сил, значит, тенденции увеличения добычи полезных ископаемых и так далее, которым богата Арктика, надо искать другие пути, которые бы обеспечили транспортную связь с населенными пунктами. И не только с населенными пунктами. Это и сейчас активно осваивается Арктика в районе полюса, и там работают экспедиции. И, конечно, доставка их там довольно затратная и очень долгая. Поэтому возникла тенденция рассмотреть новые виды транспорта. Но я не скажу, что они новые, но они инновационные. Это такие виды транспорта, которые не требуют, например, устройства автодорог, которые очень дорогие. Ну, насколько я помню, 1 километр автомобильной дороги, ну, федерального уровня стоит примерно 7 миллионов. Поэтому, если туда вести дороги, то это, конечно, выльется в очень большие, огромные затраты. И более рационально, конечно, на мой взгляд, это использовать вот инновационные такие виды транспорта, которые сейчас развиваются активно. Это вездеходная техника, это экранопланы, и есть еще амфибийные средства передвижения, которые тоже они очень полезны. Например, амфибийные, типа нерпы, она может, эта машина, передвигаться и во время ледохода даже, и по льду, и по земле, труднодоступных, и по болотам, и так далее. А это очень важно. На мой взгляд, самое перспективное, или как бы не то, что перспективное, ведь в каждом случае там надо рассматривать логистику по каждому виду транспорта, чтобы он был экономичный и в то же время работал там без проблем. Поэтому, на мой взгляд, надо сначала, конечно, пробовать виды транспорта, которые бы позволяли передвигаться по любой местности. Это снегоболотоходы,
которые сейчас активно начали выпускаться нашими производствами и которые могут перевозить, ну там разные диапазоны, могут перевозить до 18 тонн груза и до несколько десятков человек. Это очень важно, там, где, например, в тайге, где нет ни дорог, ничего, то они очень, конечно, окажутся полезны. В тундре они неплохо работают. Они гусеничного типа, но тем не менее у них нагрузка очень мало, и практически эксперименты показали, что колея, которую они оставляют, ну, например, в тундре, она небольшая, и через несколько часов уже мох, который придавливается этими гусеницами, он поднимается, и в принципе колею практически не видно. Но это по результатам испытаний. Но в 30-х годах начала развиваться техника гибридная. Это между самолетом и водным транспортом. Эту технику назвали экранопланами, и сейчас тоже активно это строительство этих экранопланов начинает продвигаться. Уже многие страны используют эту технику и сами делают, особенно Китай, у них вообще там планы грандиозные, они в ближайшее время хотят выпустить до 1000 экранопланов. Значит, американцы тоже в этом плане развиваются. Ну и наши вот петрозаводские сейчас, я знаю, проходят испытания экранопланов, по-моему, Орион-14, который, в общем-то, имеет все тенденции большой экономичности по сравнению, например, с самолетами. Например, на ту же мощность, ну, если взять в сравнении самолет и экраноплан, то на ту же мощность он может нести груза больше в несколько раз. Пассажиров тоже может перевозить. И сейчас испытания петрозаводские, они как бы уже показали, что это очень экономичный вид транспорта, и ему не нужно ни аэродромов, ну практически ни дорог, ничего не надо. Ему главное, чтобы поверхность была ровная. Ну это вот для Арктики как раз, там тундра и озера. Ему, ну, садиться и взлетать он может с любой, значит, с любого вида почвы, льда, с воды, с земли и так далее. Но экраноплан, у него действие, создается подъемная сила и воздушная подушка между поверхностью и самой машиной, и за счет этого он летит. Высота небольшая, 3,5 до 5 метров бывает. И скорость у него в среднем 250, ну, бывает 210, но не меньше 200 километров. И понятно, если запустить, например, экраноплан до Алекминска, до города, 600 километров, то если взять теплоход пассажирский, он будет по скорости очень уступать. Это за 3 часа туда долетит. Потом экономичность топлива, потому что я знаю, на небольших значит, экранопланах стоят автомобильные двигатели. Вот, например, знаю экраноплан Иволга, типа Иволги, там стоит двигатель, автомобильный двигатель типа Шевроле. И он затрачивает там на 100 километров где-то литров 30-40. Но если запустить туда самолет, понятно, что топливо там расходуется не литрами, а тоннами. Поэтому вот этот вид транспорта, я думаю, получит очень широкое распространение, потому что его содержание, его эксплуатация не требует очень больших средств. Хотя, конечно, с другой стороны, там, где они будут базироваться, там необходимо создавать какие-то обслуживающие сервисные центры, там ремонтные, значит, цеха. Но это не для каждого, например, пункта, где они будут работать. Это где-то один сделать центр, и там
через определенный моторесурс ему делать профилактику, там, ремонт, заменять части и так далее. Поэтому экранопланы – это, я думаю, наше будущее. Ну, хотя вариантов очень много, но я почему так говорю, потому что, учитывая огромные деньги, которые тратятся на дороги, тем более, если взять дороги, которые круглогодичного действия, то на них, конечно, будет тратиться очень большие деньги, а это никому не нужно, если есть другие варианты. Снегоболотоходы, они тоже вообще, на мой взгляд, они очень эффективны в таких поселениях, которые находятся далеко от трасс магистральных и далеко друг от друга. Потому что они сделаны, и сейчас тенденция идет в направлении, чтобы они работали и были условия сервисные внутри этих машин, которые позволяли бы людям комфортно там проводить время, то есть удобно и так далее. И дело в том, что затраты на обучение на такие транспортные средства, они практически такие же, как и на автомобиле, то есть которые сейчас работают. Другое дело, на экранопланы, конечно, там есть проблема. Там проблема в том, что вот это транспортное средство, оно гибридное. Я уже говорил, что там нужно специальное обучение, что-то между пилотами и водниками, но больше пилотов, потому что там и управление похоже на самолетное и так далее. Поэтому я думаю, что развитие инновационных транспортных средств у нас в республике будет, и жители нашей республики это ощутят, когда появятся первые в эксплуатации, сейчас они проходят испытания, но первые эксплуатации вот такие вот виды транспорта.